Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Ваши отношения его глазами. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Подумайте о любимом человеке, загадайте на него, так и спросите: мой милый дорогой, скажи, как же выглядят наши отношения в твоих глазах? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что же этот человек думает, что в его глазах ваши отношения. Так. Но вот это интересно, конечно, да, неожиданный момент. Ну да ладно. Смотрите, во-первых, этот человек на вас обижается. Причем обижается достаточно как-то конкретно, точечно обижается. То есть не в целом, что вы там плохая, да, я на нее обиделся, я ее не принимаю. А вот есть моменты, которые его очень сильно вас смущают. Во-первых, его очень смущает то, что вы очень неактивная, что вы яркая, что вы харизматичная. И то, что вы по статусу, либо по положению, либо по каким-то вот, не знаю, какому-то жизненному, да, жизненной линии, вы намного выше и статуснее, чем он. То есть он себя рядом с вами иногда чувствует ущербным. Может быть, он интеллектом не дотягивает, а может быть, зарплата у него поменьше. Может быть, он не настолько, я не знаю, там, интеллектуал, либо не настолько он образован хорошо. Может быть, говорит неправильно, да, ударение ставит неправильно. То есть есть вещи, которые его смущают. Может быть, вы его исправляете в каких-то вещах. Ему это очень не нравится. Ему кажется, что вы такая задавака, что вы такая вот прям напыщенная вся, такая из себя, строите из себя слишком много. Вот прям бесит. Бесит и все. Здесь бы он, конечно, прям говорит: вот почему я не такой, да, почему я не такой умный, либо я не столько зарабатываю, я бы ей там указал на ее место. Следующий момент. Ему не нравится, что вы общительны. Ему очень не нравится, что у вас большой круг общения, что вы интересная, что люди к вам тянутся, что вы, как светоч идете, да, вот вы такая вот прям свечечка, да, факел правды, факел знаний. И все к вам тянутся, все хотят с вами поговорить, пообщаться. Мужчина вы очень интересны. Он видит, как мужчины на вас смотрят. Вы, кстати, может, и не замечаете, что мужчины на вас смотрят, а он это видит. И ему это очень-очень не нравится. Есть претензии к тому, как вы выглядите. И есть претензии к тому, как вы одеваетесь. И даже если вы одеваетесь абсолютно скромно, если вы полностью там все скрываете, закрываете, все равно он найдет до чего докопаться. Понимаете? Вот такой момент. Этому мужчине просто не угодишь. У него может быть немножечко проблемы, да, с самомнением, да, то есть он себя немножечко чувствует ущербным, он боится, например, в открытую конкурировать с более-менее там адекватными мужчинами, да, то есть если сравниться с каким-нибудь там алкашом, то он скажет: ну ты видишь, я же не пью, там, я же молодец, да, а если сравниться с каким-нибудь там успешным человеком, то нет, тут он уже понимает, что пися короткая, да, что он может и не выиграть в этом сравнении, в этой компетиции. Хитренький он у вас, да, хитренький, тут ничего не скажешь. Его взгляд на ваши отношения. Во-первых, он считает, что вы хорошая пара. Вот видите, вы пара. Он считает, что вы друг друга дополняете, но ему не очень нравится то, что вы достаточно вот самостоятельная, независимая, такая вот свободолюбивая, да, и что вы перед ним, как говорится, шапку не ломаете, да, что вы там не говорите там: мой милый, я вся ваша, душой и телом забирайте. Ему это не нравится. Ему не нравится, что вы непокорная, ему не нравится, что вы такая вздорная, что вы иногда, что себе решите, то и делайте, что вас невозможно не отговорить, не переубедить, что он для вас не авторитет. Вот это вообще убивает, он так раздражается, он так злится на вас за это, что вы можете там, не знаю, там лицо ему бросить, да, что там у меня денег больше, либо я там трачу с умом, либо я там могу то сделать, а ты типа ничего, кроме как там попой диван продавливать, да, ничего особо сделать не можешь. Вот это его, конечно, раздражает. Его раздражает то, что вы очень дружелюбная, что вы можете общаться с человеком, и он прям считает, что вы флиртуете. Причем это раздражение идет не только, например, к мужчинам противоположному полу, но и к детям, к женщинам, там, не знаю, к коллегам. То есть, в принципе, он ревнует вас
ну вот есть такое понятие, да, к первому попавшемуся столбу. Вот это именно тот случай. А ревность очень сильная, очень вот заниженное у него, скорее всего, какое-то самомнение, либо слишком раздутое, да, самомнение, но при этом есть понимание себя, восприятие правильное себя, что я как бы где-то, ну, не дотягиваю, да, что я там не самый завидный жених, да, и я где-то не дотягиваю. Так, мои дорогие, что он думает о вас еще? Ну, он думает, что с вами ему повезло, что вас нужно воспитывать, что с вами нужно как-то пожестче себя вести, что вы уж слишком какая-то прям своенравная, да. И вот он думает, а почему вот мы не живем там в средневековье, когда там мужчина мог там эти трусики железные на свою даму одеть, да, и уйти на войну, там махаться до усталости, вернуться назад, а она типа такая сидит, ждет, типа жду только вас, ваших распоряжений. Ему кажется, что ваши отношения, они не случайны, что ваши отношения — это судьба, что вас наградили, именно вас наградили такой ценностью, как он. Вот он прям считает, что он какой-то уникальный мужчина, что он в постели прям такой самый лучший огонь, да, здрасте овцы, здрасте бык. Его раздражает, кстати, когда вы не восхищаетесь его способностями в постели, а прям такое, знаете, желание, чтобы вы его хвалили, чтобы вы его даже не то чтобы хвалили, восхваляли. Вот, когда вы его похвалите, он прям цветет и пахнет. Вот это вы молодец, вот это вы умничка. А когда вы не хвалите, то вы холодная, вы закрытая стерва, которая вот себе на уме. Да, вот эти моменты проходят. Мужчина немножечко противный. Вот уж мне простите, но мужчина, да, противненький такой, но вы и сами, наверное, знаете своего мужчину. Мужчина любит коллектив, мужчина любит общение, и мужчина не любит, когда вы лишаете его возможности где-то там похвастаться, когда вы там вставляете свое мнение, либо там, ну, говорите, что там ты хвастунишка, что ничего такого нет, что ты там себе напридумывал. Ему хотелось бы, чтобы вы его полностью поддерживали, чтобы вы ему там дифирамбы пели, желательно в присутствии, например, его друзей, чтобы друзья сказали, какой-то, да, какой ты себе, какая же ты ценность, да, как женщина в тебе растворяется и как сильно она тебя любит. Так, мои дорогие, еще этот человек, он хотел бы, очень сильно хотел бы, чтобы вы, ну, я не знаю, поменяли локацию, либо, я не могу понять точно, то есть, либо он хотел бы с вами куда-то съехать, либо переехать, либо чтобы вы к нему, либо чтобы он к вам, либо чтобы вы вместе куда-то. И он какие-то разговоры, может быть, вел, может быть, уже сказал, а может быть, только лишь будет говорить. Ему очень хочется, чтобы вы ему тоже помогали, чтобы вы, например, деньгами вкладывались в ваши отношения. Если нужно взять, например, кредит, ипотеку, то чтобы вы тоже на себя как-то взяли обязательства, либо чтобы только вы взяли на себя обязательства, а он бы типа там, ну, помогал бы вам. То есть в какой-то момент это присутствует. Еще он хотел бы, чтобы вы ни в коем случае его не контролировали, чтобы вы ничего у него не спрашивали, чтобы вот все, что он хочет, он вам говорит, да, но не больше, не меньше. Вы такая говорите, ну, спасибо, что хоть я это сказал, да, типа, извините, что я вас побеспокоила. Человеку кажется, что вы подходите друг к другу, но, еще раз говорю, да, вот прям желание вас немножечко перекроить и немножечко вас поменять. Вот прям он себе даже, может быть, какой-то план надумал, да, на то, как вас можно менять, либо что вас нужно поменять. Возможно, он уже вас к этому подводит, а возможно, лишь только начнут вас к этому подводить. Плохо ли это, хорошо ли это, решайте уж сами. Я, если честно, вижу, что ваши отношения, они достаточно интересные, вот прям не скучные, то есть они не пресные, они с изюминкой, и в этих отношениях вот будет прекрасная перспектива, да, вот какое-то необычное будущее будет. Но то, что вам с этим мужчиной придется пободаться, что вам придется друг друга воспитывать, я это вижу. По крайней мере, то, что вы будете это делать. С вашей стороны я тоже вижу к нему претензии, но вы такая, вы знаете, вы свои претензии вот либо сразу говорите в лицо, что вот мне не нравится то-то-то, либо вы вообще молчите об этих претензиях. То есть у вас какой-то более, может быть, сговорчивый характер, и вы принимаете его капризы, как будто бы, ну,
как бы да, ну ребенок капризный, ну сегодня поплакал, завтра посмеялся, ничего страшного, да, как-нибудь проживем. Вот, а он нет, он прям ваши капризы. Я не вижу, чтобы у вас тут было много капризов, но может быть какие-то ваши хотелочки, какие-то ваши желания. Он в штыки воспринимает, то есть он готов прям драться и отстаивать свое какое-то мнение, чтобы он там сдался, господи, да, я не знаю, должно что произойти. Тут скорее человека легче... То есть, смотрите, он даже вот он будет идти на компромисс, да, он может, но он будет за себя, за свою мысль, за свою правоту, он будет бороться до последнего. Знаете, в целом отношения неплохие. И я так скажу, этот человек, он, ну, то ли незрелый, то ли он... как бы неопытный, может быть, в отношениях. Он может быть и возрастной мужчина, но в отношениях он все равно какой-то профан. Отношения интересные, отношения ваши будут развиваться. Он считает, что вы судьба друг другу, что вы награда друг другу. И это замечательно. Пусть он так считает, возможно, так и есть. Это не тема этой цыпочки, но тем не менее. Вы вместе, вы при чаше любви. Будет, конечно, с вами бороться за лидерство в ваших отношениях. Ну, с другой стороны, я так понимаю, что вам и не скучно будет. Благодаря этой борьбе вы его подогреваете, вы подогреваете его интерес, и, как бы, в принципе, ваши отношения будут развиваться. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.